Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амши-Ушара. Сегодня в программе. Президент Бадыр Агунба провел первую встречу по созданию консультативного совета политических сил Абхазии. Министр туризма Астам Урлогу и российская делегация осмотрели ход работ на пункте пропуска Адлер. Чемпионат по мини-футболу, посвященный жертвам Кавказской войны, стартовал на столичном мини-поле Совми. Бадыр Агунба призвал к объединению усилий ради будущего страны на первой встрече по созданию консультативного совета политических сил. Как заявлял ранее глава государства, главная цель создания совета при президенте – объединить усилия всех политических партий и общественных организаций ради развития страны, а также решения ключевых социальных и экономических задач. Во встрече приняли участие председатель партии АМ Сахар Алексей Цукба, руководитель республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии Аруа Тимур Гулия, председатель партии «Форум народного единства» Аслан Барцыц и заместитель председателя партии Айтайра Юлиан Бобуа. Глава государства подчеркнул, что у всех могут быть разные взгляды, но по главным судьбоносным вопросам для народа и государства мы едины. Президент подчеркнул, что создаваемый консультативный совет политических сил при президенте должен стать местом, где все партии и общественные организации смогут объединить усилия ради решения ключевых вопросов развития страны, укрепления ее независимости и суверенитета. Это не спонтанная встреча, эта встреча готовилась давно, потому что очень важно наладить вот эти взаимоотношения, этот диалог. Сегодня у нас на самом деле уникальная возможность общаться и встречаться не под воздействием каких-то политических кризисов, каких-то митингов и так далее. У нас есть возможность достойно, смотря друг другу в глаза, поднимать все те вопросы, которые волнуют наше общество. Мы один народ, у нас один общий дом, у нас нет целей, которая бы отличалась по своей сути. Еще раз хотел бы отметить, это сохранение нашего статуса независимого государства, сохранение суверенитета, создание благоприятных условий для проживания граждан нашей страны. За эти годы не все удалось, не все сделали так, как планировали, но наша задача заключается в том, чтобы именно прийти к этим достижениям, к социальному равенству, справедливости. А отказываться от этих целей, не идти по этому пути будет неправильно. Это наша историческая миссия, наша всех общая перед собственным народом, перед государством. Я считаю, что есть вопросы, вокруг которого мы должны объединить свои усилия. Это вопросы военной безопасности, вопросы энергетической безопасности, обеспечения безопасности, экономического благосостояния нашего государства. Это вопросы политического диалога. Каждый гражданин нашей страны понимает, что значит для нас политический диалог. Это стабильность в обществе, это стабильное развитие государства. Никто никаких личных интересов не преследует. Я сегодня вижу, что со всех сторон, со всех политических платформ есть понимание того, что мы эти усилия должны объединить. Я благодарю вас за эту возможность. Расширенный репортаж со встречи президента с лидерами политических партий смотрите сразу после новостей. Бадыр Агунба поздравил служащих Центра спецназначения СГБ с 28-й годовщиной образования. На церемонии также присутствовали вице-президент Беслан Бигвава, спикер парламента Лаша Ашуба, руководитель администрации президента Беслан Эшба, секретарь Совета безопасности Рауль Лолуа и руководители силовых структур. Товарищ главнокомандующий, личный состав Центра специального назначения Службы государственной безопасности в ознаменовании 28-й годовщины со дня образования Центра построен начальник Центра полковник Чачхаля. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 28-й годовщиной создания Центра специального назначения СГБ Республики
Республики Абхазия. Ура! 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 Вольно. В преддверии 67-го раунда международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в Москве состоялась встреча министра иностранных дел Олега Барцыц с замминистра иностранных дел России Михаилом Галузиным. Во встрече также принял участие советник президента Южной Осетии Константин Кочьев. В ходе встречи состоялся предметный обмен мнениями по ключевым вопросам повестки дня предстоящего раунда дискуссий, который состоится 1 июля. Особое внимание было уделено вопросу заключения юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы между Республикой Абхазия и Грузией. Недопустимо принуждать суверенные государства к отказу от нейтралитета. Один из главных пунктов совместной декларации, подписанной Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Подписание итогового документа подытожило двухдневный визит президента России в Китай. Китайский лидер Си Цзиньпин также подчеркнул опасность возникновения гегемонии кого-либо в мире. Президент России, в свою очередь, отметил, что Москва и Пекин дружат не против кого-то, ни с кем не борются. Оба лидера подписали декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Москва и Пекин солидарно выступают в защиту международного права, привержены независимой и самостоятельной политике. Подробности встречи двух лидеров в материале корреспондента РТ. Российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня, продолжают развиваться. При этом наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время. Владимир Путин и Си Цзиньпин завершили свои встречи и подписали документы после двухдневного визита российской делегации в Пекин. Лидеры двух стран высоко оценили многолетнее сотрудничество своих стран, которое охватывает многие сферы, такие как торговля, экономика, энергетика и внешняя политика. И они подписали ключевой документ об их соглашении о стратегическом сотрудничестве. В подписанном по итогам совместного заявления обозначены приоритетные направления нашего взаимодействия. Заключен и весьма солидный пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов в общей сложности порядка 40. Часть из них была подписана здесь. Многие из них нацелены на дальнейшее углубление экономической кооперации. Подчеркну, Россия и Китай являются друг для друга важными торговыми партнерами. Политическое взаимное доверие между Китаем и Россией постоянно углубляется, особенно в экономической и инвестиционной сферах. Сотрудничество в области энергетических технологий, гуманитарных наук также продолжается. Это стратегический выбор, основанный на коренных интересах наших стран и общих тенденциях мирового развития, сделанный мной и президентом Путиным. Путин и Си заявили об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Обе лидера подписали декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Москва и Пекин солидарно выступают в защиту международного права, привержены независимой и самостоятельной политике. Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным дружескими и плодотворными. Он заявил об угрозе возврата к миру джунглей на международной арене. Россия и Китай будут решительно защищать авторитет ООН и противодействовать проявлениям гегемонии. Главное, Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, действуют в тесной стратегической связке, играют важную стабилизирующую роль на мировой арене. Работаем вместе во имя мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин солидарно выступают в защиту международного права и положений Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Мною предложена концепция построения справедливого мира, включающая в себя 4 глобальные инициативы. Мы надеемся на широкую поддержку международного сообщества, включая Россию. Будучи постоянными членами Совета безопасности ООН, Россия и Китай должны твердо выполнять свои обязательства как ответственные великие державы.
Защита авторитета Организации Объединенных Наций и международной справедливости, противодействие всем формам одностороннего доминирования и попыткам откатить историю обратно. Особенно необходимо противостоять всем попыткам отрицать результаты победы во Второй мировой войне над фашизмом и милитаризмом. Это был долгожданный визит, приуроченный к 25-летию исторического соглашения о дружбе между Москвой и Пекином. Это на фоне отношений, которые оба лидера описывают не только как стратегическое партнерство, но и как личную дружбу. Завершился первый этап ремонтно-восстановительных работ на участке набережной Диаскуров, который входит в зону ответственности международного аэропорта Сухум. Как сообщил коммерческий директор «Аквастрой Плюс» Константин Квициня, сейчас идет подготовка фундаментов под малые архитектурные формы, скамейки и урны. Параллельно смежные организации высаживают зеленые насаждения, разбивают клумбы, монтируют опоры освещения. Был представлен бюст, была заменена плита памяти, осуществлена бесперебойная работа огня памяти, выполнены пешеходные дорожки к памятнику неизвестному солдату. Также заменена плитка. Часть плитки заменена, часть осталась на своем месте. Финансирование идет за счет средств международного аэропорта Сухум имени Владислава Григорьевича Арзамба. Сейчас мы перешли к следующему этапу. Идет подготовка фундаментов под малые архитектурные формы, под лавочки, под урны. Также смежные организации осуществляют установку столбов освещения, высадку зеленых насаждений, клумб. И работаем бесперерывно, работаем без выходных, порой работаем в круглосуточном режиме, чтобы в самое ближайшее время жители и гости нашей столицы могли проводить здесь свой досуг с этим прекрасным видом в обновленной части нашего прекрасного города. Министр туризма Астамур Логуа и российская делегация осмотрели ход работ на пункте пропуска «Адлер». В поездке министра сопровождала наша съемочная группа. Репортаж Гугуцы Вардания. 10 минут на досмотр автомобиля вместо томительных часов в очереди. То, что сегодня кажется мечтой любого туриста или жителя Абхазии, к 2028 году должно стать нормой. На главном сухопутном пункте пропуска «Адлер» началась масштабная реконструкция. Ход работ проинспектировали министр туризма республики Астамур Логуа и делегация Росгранстроя. Старт дан. Пропускная способность границы должна вырасти в разы. Реконструкция – это не просто ремонт, а полная перестройка логистики. Главная проблема сегодняшнего дня, когда в одной очереди стоят и экскурсионные автобусы, и фуры, и частные авто. Новая концепция делит смешанные потоки. Для каждого вида транспорта появится своя выделенная линия. Это позволит ускорить процесс прохождения контроля до рекордных показателей. Цель реконструкции – это увеличение пропускной способности, также создание принципиально новой комфортной инфраструктуры для граждан, пересекающих государственную границу Российской Федерации, а также снижение периода досмотра грузового транспортного средства до 10 минут по поручению руководителя Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Значит, принципиально изменится полностью вся инфраструктура пункта пропуска. У нас будет отдельно грузовая составляющая, отдельно автобусная составляющая и отдельный досмотр легкового транспортного средства. Что нам позволит увеличить пропускную способность 80,5 тысяч граждан, пересекающих границу в сутки, и 14,5 тысяч транспортных средств в сутки. Для Абхазии, чья экономика зависит от турпотока, эти цифры – важный показатель. Министр туризма Астамур Логуа подчеркнул, как только российская сторона завершит основные этапы, абхазская тоже будет реконструировать часть границы. Когда здесь проведется реконструкция, наверняка и наша сторона будет реконструировать абхазскую часть границы, потому как там есть узкая горловина, и это надо исправить. Нужно сделать все для того, чтобы гости, которые едут в Абхазию, максимально комфортно могли приезжать к нам в гости. Работы на МАП «Адлер» стартовали в начале мая. Впереди почти 4 года большой стройки. Задачи поставлены серьезные – и закончить все к первому кварталу 2028-го. Главный вызов для строителей – проводить работы так, чтобы не остановить движение в пиковые летние месяцы. Пока все идет по плану.
У нас предусмотрено 4 технологических очереди для реконструкции пункта пропуска. На сегодняшний момент мы производим работы. Первая технологическая очередь – это грузовая составляющая, которая никаким образом не повлияет на снижение пропускной способности. Значит, ФГКУ «Росгранстрой» предусмотрела вблизи пункта пропуска создание перехватывающей парковки. А также мы открываем дополнительное ЧШ, въезд в пункт пропуска, и делаем дополнительную технологическую дорогу, через которую будет проезжать строительная техника, что нам позволит не пересекаться с основным потоком транспортных средств, въезжающих на пункт пропуска. В прошлом году на КПП ПСО было зафиксировано более 12 миллионов переходов в обе стороны. 6,5 миллионов из них граждане России, в большинстве своем туристы. Самый пиковый период традиционно приходится на лето. В этом сезоне республика снова ждет гостей. И сегодня Россия и Абхазия делают все возможное, чтобы граница перестала быть точкой долгого ожидания и непростым испытанием на пути к отдыху. Безмерно благодарны за ту поддержку, оказываемую нашей республике. Мы сегодня говорим о улучшении, скажем так, инфраструктуры, расширении возможностей для посещения людей через КПП ПСО. Но я тут же хочу отметить и ту поддержку, оказанную по линии аэропорта, который у нас заработал, по, значит, электропоезду, который пошел, по морскому сообщению. Мы видим и понимаем, и за что мы благодарны. В любых направлениях Российская Федерация сегодня поддерживает нашу маленькую страну. Безусловно, то, о чем мы сейчас говорим, те возможности, которые будут созданы здесь, дополнительно привлечет и сделает намного комфортнее пребывание и поездку в Абхазию для тех туристов, не даже туристами не хочется назвать, для друзей, которые приезжают к нам в Абхазию. Пропускной пункт – это первая точка встречи с Абхазией, и от нее зависит первое впечатление. Если все планы по реконструкции воплотятся в жизнь, то уже через 4 года путь к гостеприимному Абхазскому берегу будет начинаться с легкого и быстрого пересечения границы, а привычные очереди станут лишь воспоминанием. Гугу Цавардания, Адам Арджения, Абхазское телевидение. Сотрудничество информационно-координационных центров Абхазии и Южной Осетии обсудили в Схинвале главы МВД Роберт Киут и Эрислав Мамиев. Во встрече приняли участие представители МВД России в Абхазии Сергей Галенков, директор совместного ИКЦ органов внутренних дел Абхазии и России Юрий Марышев, помощник министра внутренних дел Абхазии Батал Агарба, посол Абхазии в Южной Осетии Алан Юлбакиев. Абхазская делегация также посетила здание совместного российско-юго-осетинского ИКЦ для ознакомления с инфраструктурой объекта. Председатель Конституционного суда Абхазии Диана Пилия и судья Алиса Бегуа приняли участие в международной конференции, приуроченной к 35-летию Конституционного суда Российской Федерации. Мероприятие собрало представителей конституционных судов из более чем 15 стран мира. Среди них делегации из Абхазии, Китая, Турции, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Диана Пилия в своем выступлении подчеркнула важность конституционного контроля как механизма защиты суверенитета, устойчивости публичной власти и культурно-правовой идентичности государства в условиях 21 века. Директор ЦВЗ Эльвира Арсалия представила Абхазию на форуме «Интермузей БРИКС-2026» в Москве. Тема фестиваля этого года – «Музей. Территория будущего», где музеи представлены как связующее звено между последующими поколениями и стремительным совершенствованием новых технологий. Арсалия выступила с темой «Эпическое наследие Абхазии между аутентичностью и репрезентацией». В рамках дискуссии эксперты обсудили, как музеям избежать перехода от уважительной репрезентации к упрощению или даже эксплуатации культур. В фойе Абхазского государственного театра имени Самсона Чанба ко Дню памяти махаджиров развернули фотовыставку. Организатором выступил Государственный комитет по репатриации. Фотографии предоставила директор Гудаутского музея Отечественной войны народа Абхазии Гугуца Джигерба. На фотографиях запечатлены исторические моменты махаджирства, лица и атмосфера прошлого. Все желающие могут посетить экспозицию, которая продлится 2 дня. Также в Абхазском театре в канун памятной даты показали спектакль «Махаджиры», а 21 мая в 20 часов здесь состоится вечер памяти жертв Кавказской войны.
Чемпионат по мини-футболу, посвященный Дню памяти жертв Кавказской войны, стартовал на столичном мини-поле Совмин. В турнире участвуют 8 футбольных команд, 5 из Сухума, 2 из Гудауты. Одна команда сформирована из числа соотечественников-репатриантов. Ко Дню памяти жертв Кавказской войны был приурочен и республиканский легкоатлетический кросс «Большие забеги нартов». А Элита Арутюнян расскажет, как все прошло. В официальной церемонии открытия чемпионата, приуроченного ко Дню памяти жертв Кавказской войны, принял участие заместитель председателя Госкомитета по репатриации Джансух Лазба. Он приветствовал участников и пожелал им успехов в соревнованиях, которые будут проходить в течение 2 дней – 20 и 21 мая. 21 мая мы вспоминаем о жертвах Кавказской войны, День памяти жертв Кавказской войны. Ежегодно уже стало традицией Государственным комитетом по репатриации во взаимодействии с фондом по репатриации. Хотел бы отметить сразу, что при финансовой поддержке фонда репатриации реализуются вот такого рода мероприятия, спортивные мероприятия. Они приурочены вот ко Дню памяти жертв Кавказской войны, 21 мая. В турнире участвуют 8 футбольных коллективов, 5 из Сухума, 2 из Гудауты. Одна команда сформирована из числа соотечественников-репатриантов. По итогам чемпионата команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками, также памятными подарками. Кроме того, утверждены 6 индивидуальных наград в номинациях: лучший вратарь, лучший защитник, лучший полузащитник, лучший нападающий, лучший бомбардир, лучший игрок турнира. Мероприятие ежегодное, проходит на протяжении 7 лет. Также ко Дню памяти жертв Кавказской войны был приурочен республиканский легкоатлетический кросс «Большие забеги нартов». В рамках забега предусмотрены дистанции для женщин на 3000 метров и мужчин на 5000 метров. В нем могли принять участие все желающие от 14 лет. Каждый участник настроен на победу, но вместе с этим спортсмены хотят с пользой провести время. Ведь спорт – это не только состязание, но повод поддержать здоровый образ жизни, улучшить свои навыки. Мне все равно, что если какая я побегу, даже если я 10-я побегу, мне главное, что я участвовала в этих соревнованиях. Если у меня будет возможность, то я еще раз приму в этих соревнованиях участие. Среди участников спортсмены из Абхазии и Сочи. Старт забега прошел в селе Яштуха, а финишировали бегуны на станции Гума. В кроссе приняли участие около 80 человек. Вот эта память мы не должны никогда забыть. Это должно проходить. Это хорошее мероприятие, которое мы создали, которое мы Госкомспорт именно при поддержке государственного по репатриации Госкомитет мы ежегодно проводим. Здорово было бы именно, где корабли высадились, в том место, если мы смогли бы организовать в Турции, это было бы хорошо. Планируется или в планах? Это у нас в планах пока. Мы еще должны посоветоваться с репатриацией, мы обсудить должны немножко пораньше. Вот если на будущий год, если мы задумаем, за полгода раньше мы должны с репатриацией пообщаться, и вот чтобы они там нам организовали, мы отсюда бы наши участвовали бы, это было бы очень здорово. Первым среди мужчин финишную черту пересек Денис Саманба, а среди женщин Елена Грановская. А посмотрите на это счастливое лицо, оно говорит все о себе. Я ночью только прилетел из Москвы, вот переночевал в деревне, перед стартом прямо я приехал в Сухум, переоделся и приехал сюда. Мы были на форуме, делегация из Абхазии, очень было крутое мероприятие, но пришлось его прервать ради этого старта. Он бывает один раз в году. Для нас это самое главное событие в году по бегу. Оно всего одно. Это в честь Дня памяти махаджиров. Мы его ценим, готовимся к нему. И трасса в этом раз была уникальная. Огромнейшая потеря высоты, 200 метров на 5 километрах. Это очень сложно, огромная нагрузка на квадрицепсы. И каждый, кто финишировал, огромные молодцы. Я занимаюсь в Сочи у тренера. И тренер, благодаря ему, он дает нам возможность участвовать во всех разных подобных мероприятиях. Поэтому без него я бы здесь не была. В Абхазии я не впервые, но бегаю я здесь впервые. Организаторы кросса – Госкомитет по репатриации и Госкомитет по делам молодежи и спорта. Айлита Арутюнян, Сида Сагария, Дэвид Маргия, Давид Хашик. Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде.
В четверг, 21 мая, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром возможен слабый дождь. Температура воздуха ночью 10-15, днем 15-20 градусов. Температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.